Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свои ценные мнения в комментариях. Трудовая инспекция обнаружила новый случай эксплуатации иностранных рабочих, а именно в компании Алюмера из Словенска-Быстрицы. Компания Алюмера была оштрафована на 40 тысяч евро за то, что они неправомерно нанимали украинских рабочих через неких посредников. Также было выяснено, что украинские рабочие очень много перерабатывали, работали по 12 часов и толком не обедали, что им было запрещено пользоваться даже общей столовой, которой пользовались их словенские коллеги. Что в свое оправдание сказал директор компании Алюмера. К слову, компания Алюмера – это достаточно крупная словенская компания, которая производит и продает изделия из металла. Директор компании Патрик Файфер сказал в свое оправдание, что все работники являются сердцем нашей компании и частью нашей семьи. Он заверил, что компания проводит политику абсолютной нетерпимости к дискриминации на всех уровнях компании. «Меня лично задели эти обвинения», – сказал он, добавив, что ко всем работникам относятся одинаково, независимо от возраста, этнической принадлежности, пола, национальности и расы. Почему-то сразу вспоминается, что все равны, но некоторые равнее. Утверждение о том, что у сотрудников не было обеденного перерыва или что им не разрешалось пользоваться общей столовой, не соответствует действительности. Все украинские работники получают необходимое по закону пособие на питание и пользуются в компании теми же удобствами, что и все остальные работники. Их не эксплуатировали и не подвергали какой-либо другой дискриминации, говорится в сообщении. То, что были нарушения в трудоустройстве, это установленный факт. Но вот то, что не давали пользоваться общей столовой, вот это как-то странно звучит. Как-то сложно представить, что ты, например, хочешь пообедать, идешь в общую столовую и тебя туда не пускают. Возможно, там был какой-то ключ, может быть, украинским рабочим не давали ключи от этой столовой. Вот это как-то остается неясным из этой новости. Пускали ли украинских рабочих в столовую или все-таки нет? А то, что, кстати, были переработки, в это я прекрасно верю. Очень много случаев, когда рабочие перерабатывают и им за это не доплачивают. Поздно ночью в четверг в полицейскую участка из Мурской Соботы поступило сообщение, что пропал 87-летний мужчина, который с трудом ходит и не может передвигаться на большие расстояния. Полицейские вместе с местными жителями стали прочесывать территорию вокруг дома этого мужчины, но нигде не могли его найти. И им пришлось расширить территорию своих поисков и, осматривая более широкую территорию, начали осматривать пешеходную тропу вдоль реки Муры. И там услышали слабый голос, доносившийся из места, где буря повалила много деревьев за последние несколько дней. После осмотра этого участка мужчина был обнаружен на глубине 300 метров в районе поваленных деревьев. И из-за своего плохого физического состояния он запутался в кронах упавших деревьев и никуда не мог выбраться. Кроме того, он был в шортах и босиком, так как потерял обувь при ходьбе по труднопроходимой местности. Из-за низких ночных температур, ночью всего лишь 10 градусов Цельсия, у пострадавшего также было переохлаждение. Медики доставили мужчину в больницу, где он сейчас и находится. Короче говоря, вот такая интересная история. Непонятно, почему пожилой человек, который с трудом передвигается, решил пойти прогуляться на тропу, которая не так близко находится около его дома, около реки, и где были повалены огромные деревья. Кстати, можно предположить, что, возможно, у мужчины деменция, и он, возможно, просто заблудился и забыл, кто он, что он и где его дом. Словения находится на пути к искоренению гепатита С.
Прогноз, сделанный в сотрудничестве с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, показывает, что в Словении самый низкий уровень заболеваемости вирусом гепатита С. По оценкам, 0,7% населения Словении все еще инфицированы вирусом. С 1997 года в Словении действует одна из первых в мире стратегия введения пациентов с гепатитом С. Словения уже 25 лет успешно проводит скрининг на вирус гепатита С. Тестирование легкодоступно, и пациенты получают немедленное специализированное лечение с использованием самых современных лекарств. В то время как в Европе выявлено только четверть людей, инфицированных гепатитом С, и из них только 2 из 3 получают лечение, результаты в Словении намного выше и лучше. Благодаря стратегии «Тестируй и лечи», реализованной в последние годы, прогноз показывает, что в Словении осталось лишь немногим более 1000 невыявленных пациентов, которых необходимо выявить и вылечить. Словенские специалисты по инфекционным заболеваниям хотят привлечь внимание общественности к тому, насколько важно своевременно выявить и лечить гепатиты В и С для предотвращения рака и печеночной недостаточности. Благодаря своему новаторскому подходу к лечению гепатита С, Словения стала первой страной, полностью искоренившей заболевания у определенных групп пациентов, таких как больные гемофилией, пациенты на диализе и пациенты с ВИЧ. Упрощенное трудоустройство иностранцев уже дает первые результаты. Разрешения выдаются в рекордно короткие сроки. Сегодня начинает реализовываться та часть закона об иностранцах, которая упрощает процедуру трудоустройства иностранных граждан. Часть законодательства, касающегося регулирования документации, которая действует с весны, уже дает результаты. Разрешения на работу сейчас выдаются в рекордно короткие сроки. Административные процедуры улаживаются за несколько недель вместо нескольких месяцев. И это приветствуется работодателями как в экономике, так и в государственном секторе. В первом полугодии в службу занятости поступило 25 247 заявлений на получение разрешений на работу. В Черногории спасли словенца, которого унесло в море из-за поломки лодки. Вдоль побережья у населенного пункта Булярица в Черногории спасатели Управления морской безопасности и Управления портами спасли от утопления гражданина Словении. Гражданин Словении отправился в плавание, несмотря на предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Вскоре после этого у его 2-метровой лодки сломался двигатель, и сильный ветер вынес его в открытое море в 2 километрах от берега в районе Булярицы. Вызов о помощи поступил в администрацию в 7 утра 25 минут. Операторы отреагировали немедленно и по согласованию со спасательным катером успешно спасли гражданина Словении менее чем за 45 минут. За 45 минут уже утонуть можно. Словенца и его лодку вытащили на берег, и, к счастью, все обошлось без серьезных последствий. При этом они еще раз призвали туристов не подвергать себя риску и избегать выхода в море во время сильного ветра. Самый большой круизный лайнер в мире готовится к первому плаванию. Гигантский корабль выйдет в море в начале 2024 года. Гигант среди водных судов намеревается совершить первое плавание. Речь идет о круизном лайнере Icon of the Seas, который станет самым большим на планете. Его строительство завершилось на верфи в Финляндии, а первый полноценный рейс гигантский корабль совершит в начале 2024 года. Пока икону морей вывели в море для испытаний. Этот лайнер обладает внушительными характеристиками, достигает в длину 365 метров, а общий вес превышает колоссальную цифру в 250 800 тонн. Первое плавание запланировано по водам Карибского моря. Вмещать в себя лайнер будет до 5610 пассажиров. Причем вместе с ними на борту будут работать 2350 членов экипажа. На борту расположились множество развлекательных заведений, однако самой запоминающейся деталью является аквапарк.
Также есть 7 бассейнов и 9 джакузи. Всего на самом большом круизном лайнере в мире будет располагаться 9 районов, где разместят всевозможные развлечения, бары, рестораны и так далее. Кажется, у «Титаника» появился конкурент. Кругосветное путешествие длиной в 3 года предложила компания Life at Sea Cruises. Для своих клиентов организаторы подготовили лайнер с 400 каютами, где смогут разместиться 1074 путешественника. И напоследок прогноз погоды от Алисы. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Любляне утром ожидается дождь. Температура от плюс 18 до плюс 25 градусов. Ветер слабый 2 метра в секунду. Друзья, на этом новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!